Здравствуйте! Сегодня тема музейного урока ознакомление с деревянным сосудом КБ. Но вначале мы расскажем о том, какими видами деревянной посуды пользовался казахский народ. В красивой посуде даже самая простая еда выглядит аппетитно. Издревле народные умельцы делали посуду из экологически чистого материала, используя дуб, березу и другую крепкую древесину. Разнообразной по форме и размерам и назначению была посуда и утварь казахской кухни. Табак– это плоское блюдо для подачи мяса. Для его изготовления высушенный дуб или березу кипятят в воде. Затем выстругивают такие блюда разных размеров. Большой табак предназначен для уважаемых людей. Украшается табак только узорами, выбитыми на самом дереве, так как его необходимо часто мыть. А стал– деревянное продолговатое блюдо для подачи мяса. Тегине– вместительная посуда для кумыса с прямыми утолщенными краями и круглыми ушками для захвата. Выдавливается из твердых пород дерева. Ушки иногда делаются из железа или меди. Украшается серебряными и костяными узорами. Узорчатая деревянная крышка придает посуде дополнительную изящность. Тустаган– небольшой сосуд без ручек, полусферической формы, выполнен из цельного дерева. По форме напоминает объемную низкую пиалу или миску. Форма тостагана связана с кочевым образом жизни древних кочевников, а круглая форма без ручек позволяла складывать такую посуду особенно компактно одну в другую, что было немаловажно в кочевых условиях. Ужау– черпак с длинной ручкой, делают из цельного куска дерева и украшают узорами. Это было неотъемлемым дополнением. На ручке такого черпака для удобства выпиливают выемку. Ужау бывают как одинарными, так и двойными. Сегодня, в наше современное время, молодому поколению неизвестно название некоторой посуды, потому как не используется сейчас в быту. Это саптаяк. Сап– ручка, аяк– чаша. Деревянная чаша продолговатой формы с ручкой, украшена красивыми узорами. Удобна для переливания кумыса в другую посуду. Это шара, чаша для кумыса. Перед тем, как подать кумыс к дастархану, его переливают из саба в шара, куда вмещается 10-15 литров кумыса. Из высохших твердых пород деревьев, березы или дуба, выдалбливают шара круглой формы с ровными краями. Снаружи она украшается костяными или серебряными пластинами в виде гравированных узоров и накрывается деревянной крышкой, которая также украшается узорами. Кель-кельсап. Келя– ступа, посуда для шелушения пшена. Выдалбливают также из цельного куска дерева твердых пород в виде усеченного конуса с более узкой верхней частью. После выдалбливания внутреннюю часть обжигают для прочности и удаления шероховатостей. С двух сторон келя оставляют выемки для удобства при работе. Высота келя 70-80 см, средний диаметр около 30 см. Для шелушения пшена необходима толкушка, кельсап, которая также выстругивает из цельного куска дерева длиной около 1 метра, диаметром 15 сантиметров. Нижнюю часть делают закругленной формы. Мы более подробно остановимся на КБ, посуде для приготовления хумуса. В коллекции фонда насчитывается несколько КБ, датируемых XIX веком. Умельцы выполняли посуду разной формы, высотой от 80 см до 1 метра. Объем достигает 20-30 литров, 40-50 литров. КБ изготавливается из цельного куска дерева либо из реек. Для КБ из цельного куска дерева в основном используют твердую древесину, это береза или дуб. Из цельного обрезка дерева затем выдавливается основа сердцевина. Из реек же собирают по частям. К специально приготовленному круглому дну плотно соединяются тонкие деревянные рейки, а снаружи стягиваются кольцами. Для того, чтобы внутри уже собранное кубе было ровным и гладким, его обжигают, обмазав жиром, обкуривают, а выделившаяся смола позволяет прочно закрепиться рейкам.
Закрывается кобе сверху изящной крышкой с отверстием по центру. В указанное отверстие вставляется мутовка, пспек, шест с крестовиной или деревянным диском на конце. Кобы периодически моют, просушивают и обкуривают дымом в качестве антибактериальной обработки, что придает напитку особый копченый вкус, что является отличительной чертой кумыса. В нашем районе проживает мастер-ремесленник Малик Жомарт, который работает учителем технологии в Сартубинской школе Бухаржавского района. Отец Малика Жомарта искусно владел техникой резьбы по металлу и дереву. Свое мастерство передал сыну, который сегодня продолжает народное ремесло и учит древнему искусству детей. Своими руками мастер выполняет посуду из дерева, табак, кобе, музыкальные инструменты, домбра, хобыз, джетиген, декоративные настенные панно и сувениры из кожи и дерева. Как и раньше, сейчас в деревянном сосуде кобе приготавливают кумыс в течение 2 суток. Кумыс регулярно взбалтывают по несколько часов. Чем чаще взбалтывать, тем кумыс получается вкуснее. Не забываем этот ароматный и насыщенный вкус кумыса. Кобе используют и в современное время, придерживаясь старой технологии при его изготовлении, хранении и обработке.